Сегодня мы попробуем разобраться, почему частные дома стали так популярны, какие варианты самые востребованные и на что обратить внимание при выборе дома или участка. Чтобы уловить суть, нам надо вернуться на несколько лет назад, во времена локдауна. Так, до 2020 года частные дома составляли примерно 40% от рынка недвижимости. Люди чаще предпочитали жить в квартирах, а ипотеку на ИЖС давали только под высокий процент. В 2020 году началась пандемия, и огромное количество людей оказалось заперто в своих квартирах на карантин. Одновременно с этим спрос на частные дома начал резко расти. Причин было несколько. Это и большая площадь домов, когда вся семья сидит дома и может разместиться с комфортом и без тесноты. А также наличие домовой территории. В собственном доме и дворе можно гулять и дышать свежим воздухом, даже во время жесткого карантина. Это и удаленная работа. Тратить время на дорогу больше не нужно, и близость к офису перестала быть решающим фактором. За первые месяцы локдауна покупатели разобрали большую часть ликвидных домов, которые были в продаже. Потом на ситуацию обратило внимание государство. И в 2021 году программу льготной ипотеки расширили на ИЖС – индивидуальное жилищное строительство. Так, покупка или строительство дома стали доступнее, а введенные меры поддержки оказали высокий спрос и после окончания локдауна. Мы это наблюдаем до сих пор. По данным Дом РФ, только за первые 3 квартала 2023 года в эксплуатацию ввели 48 миллионов квадратных метров жилья в сегменте ИЖС. Это 60% от всей доли недвижимости, которую построили в этом году. И вдвое больше, чем средние показатели за 2015 год по 2021 годы. А в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, рынок индивидуального жилищного строительства вырос на 16% и уже составил 58 миллионов квадратных метров. Это на 7 миллионов больше площади в многоквартирных домах, которые были введены в этот период. Согласно данным экспертов, спрос на покупку и строительство частных домов растет. Сейчас он составляет почти 60% от общего количества сделок с недвижимостью. Чем же руководствуются те, кто предпочитают жить в частном доме? Ответ на этот вопрос очень простой. Большинство ценят простор, чистый воздух и уединение. Я назову несколько преимуществ, по мнению владельцев частных домов, именно в частном секторе. Первое – это чистый воздух. Это особенно важно, если семья растит детей. Второе – это квадратура и планировки, так как в собственном доме можно самостоятельно выбрать подходящую планировку, а если что-то не понравится в уже готовом жилье, можно сделать перепланировку без согласования. И третье – это свое пространство. На придомовом участке можно разбить садик с цветами или вскопать грядки. Если выращивать ничего не хочется, можно поставить беседку и мангал во дворе, чтобы жарить шашлыки. А еще исчезают проблемы с парковочными местами, так как машина паркуется на участке или возле него. Ну и самое главное, четвертое – это питомцы. Содержать животное в частном доме комфортнее, чем в квартире. Вместо выгула в любую погоду можно выпускать питомца на участок. А большой простор позволяет завести крупную собаку или завести кур, козу, а может даже и корову. В квартире с такими животными было бы очень тяжело. Как видите, плюсов в собственном доме больше, чем минусов. А как же обстоят дела с ценами на такое жилье у нас в республике? По силам ли рядовому якутянину самостоятельно построить дом и вообще, сколько будет дом построить? Именно об этом мы и поговорим в нашем новом выпуске передачи про деньги. Кто может сказать, сколько точно нужно денег, чтобы построить собственный дом? Ни я, ни вы, дорогие телезрители, этого точно не знаем. В крайнем случае, нам надо будет очень потрудиться, чтобы собрать необходимую информацию о нормах строительства, провести анализ рынка строительных материалов, записать все цены, а потом постараться вывести общую сумму затрат. Так вот, чтобы хоть как-то упростить эту задачу, мы пригласили Константина Францевича Островского, генерального директора строительной компании. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И первый вопрос, который я бы хотела вам задать, это
вообще вот как раз цель нашего выпуска. Да, можно ли рассчитать стоимость дома или все равно узнать полную стоимость можно будет только после того, как мы завершим строительство? Так, ну, если на ваш вопрос отвечать кратко, то да, можно. Но нужно учесть определенные факторы. То есть, если заказчик готов понести затраты здесь сейчас, ну, в рамках сроков подписанного договора, то, безусловно, можно. А если вы по каким-то определенным причинам разбиваете строительство на этапы, ну, условно, короб возвели сейчас, а инженерные коммуникации там отложили на какой-то период из-за отсутствия линии электропередач или газификации, то цена будет известна только сегодняшняя, а в будущем она, ну, только может быть примерная, даже грубо примерная. Получается следующим образом. Если у нас подключены некие коммуникации, то есть электричество, газ, да, если участок подготовлен к благоустройству дома, то цена будет совсем другая. Если ничего этого нет, то человеку при строительстве дома нужно учесть эти нюансы. То есть подключение электричества от столба, получается, до дома, потом что еще туда? Газ, да, подведение газа, установка газового котла, где этот котел будет находиться, будет ли это отдельная котельная и так далее, да? Ну и тот же септик. А вот если человек, например, обращается к вам, ну, как профессионалу, да, как вы учитываете все эти нюансы? Что вы смотрите в первую очередь? Вот какая бумажка вам нужна для того, чтобы рассчитать стоимость? Ну, вообще, разрешение на строительство, и все, и пожелания заказчика. То есть мы полностью сымитируем объект, выводим цифры, выводим сроки, то есть и понимаем, в какой период можно вложиться. Допустим, период это, ну, в зависимости от сложности дома. То есть это может быть месяц, два, три, то есть, ну, от сложности. То цифры могут быть реальны. А если заказчик говорит мне возвести короб, и у меня отсутствует газификация, газ подведут там... Неизвестно когда. Да, неизвестно когда, то мы, соответственно, не можем рассчитать. Мы можем приблизительно сказать, сколько это будет сегодня. То есть сегодня стоило это столько вот. То на таком этапе только грубо, примерно, очень грубо, потому что наблюдается тенденция цен, ну, роста цен. И, как показывает практика, это происходит практически каждый квартал. Да, абсолютно верно. Какие дома пользуются большей популярностью у нас именно в Якутске? Ну, именно в Якутске, наверное, больше брусовый дом все-таки, надо отдать должное. Но порекомендовать именно какой-то отметить я, наверное, не смогу, потому что каждый из этих вариантов, он имеет свои плюсы и свои минусы, и он, ну, имеет право на существование. То есть, а из чего строить дом, это выбор каждого. То есть, ну, тут надо... То есть не всегда получается так, что вы хотите возвести такой дом, но вам почва не позволяет. Там, грунтовые воды или еще что-то. Ну, изыскание надо, в общем, для начала сделать, чтобы понимание было, какой дом можно поставить. То есть и по плюсам-минусам, ну, каменный дом, если взять в пример, то есть он надежный, прочный, не горючий, то есть устойчивый, долговечный. Каркасный дом, то есть, ну, это опять же сроки, насколько быстро вы хотите в него заехать. То есть это очень быстрая постройка, но и проектирование там нужно серьезно, ну, чтобы конструкция легкая. Брусовый дом, то есть это, ну, это экология, он чистый, он дышит, как бы, все мы это прекрасно понимаем. И тогда получается, что в первую очередь человек должен обратиться в специальное агентство, какое-то агентство, вот, чтобы получить вот эти специальные изыскания. Куда человеку идти? Вот, например, сейчас сидит там какой-то рядовой там, Иван Петрович, да, и решил построить дом в этом году. И вот, но кроме того, что имея на руках право собственности на земельный участок, у него больше ничего нет. И вот с чего ему начать? Вот куда ему пойти, куда обратиться, какие документы иметь на руках, чтобы прийти уже к строителям? Ну, в первую очередь, если есть какие-то сомнения очень серьезные, то, наверное, лучше изыскание сделать. То есть изыскание сделают, определят там грунтовые воды и так далее, то есть болотистые. Тот же газ, наверное, да, какие-то красная там линия, коммуникации? ну, он о ней будет знать сразу же. То есть, ну, в принципе, все, только изыскание. Потом уже можно обращаться по поводу строительства. Еще же есть такие нюансы, что в каждом населенном пункте есть определенные правила установки домов. То есть там столько-то метров там, от забора должен стоять дом. Там, допустим, какой-то подъезд должен быть к дому обязательно, чтобы могли подъехать и пожарная машина, там, и электрики, там, или еще что-то. Ну, вот такие вот моменты.
Ну, в частном домостроении нормы 3 метра от забора. То есть, в принципе, все, там особых ограничений. как Больше таковых нету никаких. Нет, ну, я просто про все, наверное, не расскажу, но это самый важный фактор, который в первую очередь учитывается, это вот от заборного ограждения 3 метра отойти. И это для всех построек касается или только касается жилого дома? Жилого дома, но есть моменты, где и нормативы меньше, чем положены, но то есть если эти моменты возможно объяснить, то идут навстречу и оформляют, как показывает практика все равно. Было ли такое, что человек приходил и говорил конкретно, вот я хочу, чтобы мой дом стоял именно вот дверьми на восток, окнами на восход солнца, чтобы я мог там спокойно, просыпаясь утром, рано встречать солнце в своей спальне. Вот были ли такие моменты? Ну, они практически всегда в процессе консультации, то есть всегда определяется, где солнце встает, где садится, то есть как с окна хотят видеть, как встает, либо ну, рассвет или закат, то есть ну, фэншуй, он, как правило, предусматривается, ну, стараются. И при планировке, наверное, тоже будет. Обязательно. От этого все и начинается. То есть первая планировка. Ну, обязательно. То есть как дом встанет, оттуда уже там, если котельная отдельно, гараж, огород, теплица, баня. Ну, Все вот эти вот, чтобы человеку было удобно, чтобы было все понятно. И самое главное, чтобы ему было это все удобно дальше эксплуатировать. Да, ну, как участок еще стоит. То есть это ж по фэншую можно развернуться и в обратную сторону к соседям. да. То есть вот, кому-то совпадает, кому-то нет. А были какие-нибудь интересные случаи в вашей практике, что вот приходилось вообще менять и даже въезд во двор, там, может быть, что-то такое? Прям такого, наверное, не было, потому что все участки, они, как правило, уже поделены, есть соседи, въезд он один, сквозного, ну, бывает, но это редкость. То есть, как правило, нет. Нет, наверное, таких случаев не было, да? Ну, на нашей практике точно не было. Вы о плюсах уже рассказали. Давайте поговорим о минусах. Все равно же есть какие-то нюансы. Нюансы. Ну, вот если каркасные дома, СИП-панельные, которые пользуются популяризацией, то есть непосредственно в нашем регионе, в таких домах нужно уделить особое внимание вентиляции. То есть теплоотдача там мощная, и это получается своего рода как термос. То есть особое внимание вентиляции. А вентиляция, она какая должна быть? Приточная или это просто можно обойтись там? По-простому, как это называется, это отдушина? Отдушины тоже можно, главное, побольше. То есть, этот момент надо учесть. Я сейчас не скажу, в каком количестве и где А что он установить. может отсыреть или наоборот, он может там что-то пересохнуть, материал? Запотевание происходит. Ну, дышать, кислорода нету, поэтому отдушины надо... Обязательно, да? А в других домах? Например, каменный дом или брусок? Каменный дом, у него по теплоотдаче, надо понимать, это камень. Его греть надо, то есть в будущем все равно это маленько позатратнее будет. Вот, но он зато надежнее. Если брусовый дом брать, я не знаю, по-моему, у брусового дома нету каких-то ГОСТов или нормов. То есть у него срок службы, по сути, не определен. То есть если каркасный каменный дом, у него выявлены какие-то сроки, там, 50, 60, 70 лет срок службы, то есть определенно. То есть понимание у вас есть, сколько вы проживете, там, дети ваши, внуки. А в брусовом доме таких ГОСТов нету. Просто вот то, что экологичный, наверное, поэтому мы все в нем. Ну да. Ну и живем. они стоят же, вот некоторые дома даже, смотришь в деревнях, да? Но они не из бруса, правда, из лафета, но то же самое, по-моему, технология, да? Лафет, да, но лафет это же лиственница, это же не гниющий материал, то есть он вечный. Больше 100 лет, да, Да. стоят, и им ничего не делается, это на удивление. И единственный нюанс там, это вот ты не можешь ни гвоздь вбить, ни шуруп ввинтить, пока не просверлишь дырочку специально. Вот. Константин, скажите, сколько в среднем будет составлять стоимость дома? Например, среднестатистического дома 6 на 7 метров из разных материалов. Если мы вот сейчас сказали плюсы и минусы там, брусовых домов, каменных домов, каркасных домов и так далее. Вот на что примерно нашим телезрителям ориентироваться? Так, для понимания, наверное, мы с вами разговариваем о коробе просто, без веранд, террас, без окон, без дверей. То есть на этом этапе, то есть в среднем цена, она вся там, на сегодняшний день, как правило, как показывает практика, то есть от 50 тысяч рублей за квадратный метр, там чуть ниже, чуть выше. То есть
А на этом этапе, наверное, брусовый дом будет самый, ну, подороже. На втором месте будет каркасный, на третьем каменный. Каменный будет все равно подешевле, но это брусовый, он уже готовый. То есть ставить окна, двери, можно жить. Каркасный дом все равно отделка, но внутренняя хотя бы, да, какая-то минимальная. А каменный дом, то есть абсолютно все сталкивались с ремонтом, все знают, что такое черновая работа. То есть этот внутренний ремонт, это утепление снаружи, фасад отделать. То есть в конечном результате каменный дом, наверное, дороже из этого всего будет. Каркасный дом — это быстро, брусовый, чуть подольше, каменный, ну, по срокам самое дальше. Так, ну, к каменному дому, то есть каменный дом на ленту или на лафет не поставить, это понятно. То есть он требует... Полной заливки, да? Да, то есть плита должна быть основательная, то есть масса у дома большая, поэтому и, соответственно, плита должна быть. Каркасный дом, его можно на ленту поставить, на ленточный фундамент, на лафет поставить, ну, брусовый точно так же. Но это, опять же, надо отталкиваться от почвы, то есть выдавливает, не выдавливает землю. То есть если брать город наш территориально, то вот как пригород, Хатынурях, вот там есть вот эти вот моменты. То, что ведет, да, получается? Да. То есть там мы наблюдали такое. А сваи не пользуются популярностью вот при строительстве частных домов? Пользуются. Ну, насчет прям по популярностью не могу сказать. Я не видел так много. Возможно, кто-то и ставит там на сваи. Но, опять же, в моем понимании свая — это основательная, большая. Вот эти винтовые сваи, которые там на пару метров заходят, их же повыдавливает. Ну да, если дом легкий, да, получается? Да. Ну, не то, что легкий, а вот именно мы говорим о почве, о линзе, о грунтовых водах. Да. То есть оно выдавит, у нас же мерзлота, линза туда-сюда ходит. Поэтому смысла нету. Потому что, ну, вот смотришь «Центральная Россия», да, и они все дома на сваях ставят. Вот они вкопали эти столбики, условно говоря, потому что у нас свая так свая, а там они небольшие, и вот, ну, как вы говорите, винтовые, да? И там, да, и, видимо, то, что нет вечной мерзлоты, вот оно там очень популярно, эта технология. Там, видите, они еще делают, мы, допустим, площадку отсыпаем, трамбуем, и уже на эту подготовленную площадку заливаем ленту, а они, наоборот, вот, землю выкапывают и туда вот заливают уже саму ленту. Получается, у вас абсолютно профессиональный подход. Вы, если видите на участке какие-то неровности, вы рекомендуете, например, человеку, да, что эти неровности нужно устранить, там, где дом стоит, нужно сделать то-то, 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 и в зависимости от того, какой дом человек хочет построить. Если каркасник, там, наверное, затрат совсем немного, да, на подготовку грунта, на подготовку участка. А если брусовый, то там тоже же нужна какая-то определенная отсыпка. Везде нужна. То есть, ну, планировку надо изначально делать. То есть, ну, это все обсуждаемо. То есть мы сразу видим, какой перепад, насколько встанет высоко. То есть это все обсуждаемо. Возможно, даже из-за этого может как-то и проект поменяться. И получается, что человек, ну, вообще, в принципе, получает уже абсолютно готовый расчет стоимости своего дома. Так? Ну, если мы возвращаемся к тому, что если заказчик готов понести затраты здесь сейчас, ну, то есть в рамках срока подписанного договора, то да. А если строительство разбивает на несколько этапов, ну, то есть дом возвел сейчас, а инженерная коммуникация потом, то только примерные. То есть тут... Но в любом случае от вас он получит хоть какие-то цифры. На сегодняшний день он получит точные цифры. Точные? Точные. Ничего себе. Да. То есть здесь прям он будет точно знать, сколько ему будет стоить вот именно коробка, да? Коробка, инженерные коммуникации все, то есть отопление, сантехника, электрика, то есть все полностью. На текущий момент, да. Все-таки хотелось бы сделать акцент на том, с чего же все-таки, давайте еще раз, наверное, повторим, да, потому что нужно будет сделать на этом очень такой сильный акцент, даже не просто акцент, а сильный акцент. С чего же все-таки человеку начать подготовку к строительству? Исходя из вашего опыта, дайте несколько практичных советов нашим телезрителям, чтобы они вот прям понимали, что ему делать, когда он решил построить дом. Так, ну тут не все так сложно, но есть определенные факторы, которые требуют внимания. То есть, ну, в первую очередь, это надо определиться территориально, где мы хотим проживать.
То есть выбрали территориально, определились с участком. То есть в первую очередь надо обратить на рельефность. То есть чтобы в дальнейшем не понести каких-то дополнительных затрат по выравниванию, отсыпки там дополнительные и так далее. Потом стоит обратить внимание на инфраструктуру. То есть, может быть, детский садик или магазин какой-нибудь продуктовый в шаговой доступности будет. То есть на коммуникации обязательно, то есть линия электропередач, газификация, то есть чтобы тоже, ну, удобно, неудобно, какие это займет сроки, когда это сюда все подойдет. То есть на подъездные пути, то есть поверхность дорожного покрытия, ну, это же все в будущем, Ну потом да, конечно. все к этому подходить. Да, потом следующим этапом, наверное, надо изучить все-таки технологию строительства, хотя бы приблизительно понимать, из чего мы хотим построить дом и как это строится. То есть в интернет-ресурсах оно все в открытом доступе, то есть все есть. То есть какие двери, окна, материал, то есть, ну, вот насколько максимально можете в этот вопрос углубиться, то есть, ну, им надо заняться. А потом, ну, проектирование. То есть мы можем обратиться к проектантам, ну, либо вы можете самостоятельно от руки нарисовать свое видение, да. И при обращении даже, кстати, в строительную компанию. Сейчас на рынке очень много строительных компаний, которые проекты делают. То есть и они ваш проект уже доведут до совершенства. То есть, ну, объяснят, почему так нельзя, допустим, если они не согласны. Да, следующим этапом у нас будет выбор подрядной организации. То есть как ее выбрать? Ну, наверное, надо, опять же, в интернете посмотреть организацию, сколько лет существует на рынке, какие-то судебные, досудебные тяжбы, то есть из-за чего. То есть это все вообще в открытом доступе. Потом почитать отзывы, посмотреть портфолио. То есть, а лучше всего съездить на действующий, строящийся объект, посмотреть. Да, воочию прям посмотреть на ход работы, на качество работы, переговорить с бригадой, то есть на их отзывчивость. Все-таки в дальнейшем вам все равно какой-то диалог с ними вести. То есть, в принципе, вот все эти моменты, они помогут вам выбрать надежного подрядчика. Еще зависит выбор подрядчика, наверное, от того, что какие средства человек использует. Кредитные заемные средства, да, либо это собственное накопление, потому что кредитные заемные, там, как правило, нужна аккредитация в банке. Тут, ну вот, опять же, при выборе подрядчика, то есть можно как-то по объявлению, либо по рекомендации нанять какую-то бригаду самостоятельно, но я бы все-таки настоятельно рекомендовал обратиться в строительную компанию именно, потому что она может взять на себя ответственность в период строительства, потом в дальнейшем понести какие-то гарантийные обязательства, не дай бог что-то произойдет. Ну и ваш дом просто будет на гарантии там год, 2, 3, 5, ну как будет предусмотрено договором. И опять же, они аккредитованные, то есть могут из собственных средств вам построить, чтобы либо как-то разбить на поэтапные там оплаты. То есть, ну, лучше обратиться в строительную компанию. Ну да, действительно, потому что сейчас агрегаторы частных объявлений, они кишат просто мошенническими разными предложениями, разного рода вообще, и человек может просто потерять свои деньги, правильно? Совершенно верно. Или наткнуться на таких совсем непорядочных исполнителей, которые и затянут строительство, и будут использовать некачественные материалы и так далее. То есть здесь тоже нюансов очень много. А нам же в этом доме жить потом. Да. И жить не один год. Поэтому действительно выбор подрядчика, выбор бригады – это очень важный момент. Важно. И еще хотелось бы, чтобы вы уточнили, на чем можно экономить при строительстве дома, а на чем экономить категорически нельзя. Про экономию я скажу так. Как говорится, мой дом, моя крепость, а крепость, она не может быть эконом-варианта. То есть экономить на себе и на строительстве своего дома, то есть, ну, категорически нельзя. Но это и не означает, что нужно покупать все самое дорогое и брендовое. То есть, возвращаясь к ранее заданному вопросу, вот именно про технологию строительства, то есть вот этим вопросом и надо заняться. То есть изучить материалы, то есть вы будете понимать, что из чего, какие окна, двери, как работы должны происходить. То есть, ну, максимально сколько можете изучить. То есть, если что-то непонятно, можете сходить на консультации. То есть, они в организациях бесплатные. То есть, на одну, на вторую, третью. Какая-то организация будет предлагать одно, а другая организация предлагать другое. Так у вас появится выбор, вы будете знать, то есть, что они предлагают. И
тем самым самостоятельно сможете просто даже промониторить цены на рынке, то есть действительно ли оно того стоит. И ни в коем случае не надо соглашаться на какие-то отработанные прайсы, то есть расчет должен быть индивидуальный под вас и сейчас, то есть на реальные цены. И тем самым вам не продадут дешево за дорого. То есть это и будет вашей экономией, то есть экономия будет средств, времени и нервов. Да. Я благодарю вас, Константин. Уверена, что то, о чем мы сегодня с вами поговорили, так много интересного рассказали, будет полезно нашим телезрителям, и они получили ответ на вопрос, сколько же стоит дом построить. До новых встреч! Во время всплеска продаж в 2020 году самыми непопулярными оказались роскошные особняки и коттеджи, построенные в начале 2000-х. Сейчас же у покупателей изменились приоритеты и образ жизни, и поэтому поменялись и требования к жилью. Давайте я расскажу вам, какие дома в тренде. Дома в черте города. Транспортная доступность для многих – это решающий фактор. Важно, чтобы из дома можно было быстро и легко добраться до города. Например, если понадобится срочная медицинская помощь. А еще важна доступная инфраструктура, чтобы ребенок ходил в школу поблизости, а продуктовый магазин был в пешей доступности. Одноэтажные дома. Это тоже очень важно. Раньше популярнее всего были дома в 2-3 этажа. Сейчас покупатели предпочитают одноэтажное жилье, где не нужно ходить по лестницам, чтобы добраться до комнаты. Этот фактор важнее всего для семей с маленькими детьми, ведь дом без высоких лестниц безопаснее для ребенка. Дома площадью в 100-150 квадратных метров. Ведь популярнее всего сейчас дома наоборот, до 150 квадратных метров. За ними легче ухаживать, все находится под рукой, а большие коттеджи с большой площадью при современном ритме жизни для многих являются избыточными. Из теплых материалов. Это тоже тренд. Сейчас дома строят и покупают с прицелом на то, чтобы жить там можно было круглый год, в том числе и зимой. Поэтому материалы предпочитают такие, чтобы дом сохранял тепло. Это могут быть газоблоки, это может быть дерево или кирпич. Среди деревянных домов популярны каркасные. Они недорогие и быстро строятся. Но если вы выбираете частный дом или участок, чтобы построить жилье с нуля, послушайте несколько рекомендаций. Они могут сделать покупку комфортнее и безопаснее. Итак, проведите юридическую проверку объекта и его собственника. Это касается покупки любой недвижимости. Нужно посмотреть, кто ее собственник, нет ли на ней обременений или других юридических нюансов. Но в случае с ИЖС есть еще несколько деталей. А именно, это границы участка. Иногда забор ставят не по фактической границе, поэтому на просмотре можно неверно оценить площадь. И лучше проверить участок в Росреестре и на публичной кадастровой карте. А также обязательно наличие регистрации. Многие дома не зарегистрированы в Росреестре, как жилая недвижимость, и поэтому в них нельзя прописаться или подвести газ по федеральной программе. А вы можете зарегистрировать их, но это доставит вам дополнительную нагрузку. Обращайте внимание на тип земель. От него зависит, дадут ли льготную ипотеку на строительство или покупку дома. К тому же некоторые земли нельзя перерегистрировать под жилую застройку. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.